Здравствуйте, мои родные! Салам! Я сегодня вам расскажу таргинскую сказку. Называется она «Золотая монета». Жил однажды на свете человек, у которого было 3 сына. Когда наступила старость, решил этот человек разделить все имущество между сыновьями. И так как он больше любил старших сыновей, то почти все отдал им, а младшему ничего не досталось. Старик собрался жить у старших сыновей, а младший хоть и понимал всю несправедливость решения, спорить с отцом он не стал. И вот стал отец жить у старшего сына. Но сын этот попрекал его каждым куском и очень грубо с ним обращался. Отец не выдержал и попросился к среднему сыну. Но там повторилось все то же самое. И тогда младший сын отвел старика в свою бедную хижину. Растопил печку, нагрел воды, вымыл старика отца и стал жить с ним вместе. Утром перед уходом на работу сын кормил отца, поил, вечером с ним беседовал, чтобы тот не скучал и ни разу не вспомнил ни о братьях, ни о разделе имущества. Жили они бедно, но зато были счастливы и довольны. Отец очень раскаивался в том, что обидел сына, но юноша отвечал, что не считает себя обиженным. Старик часто говорил: «Аллах вознаградит тебя за твою доброту ко мне. Я день и ночью молю его об этом. Уверен, что ты будешь счастлив в жизни». Вскоре старик заболел и умер. Младший сын на все свои деньги похоронил отца. Справил поминки и 40 дней ходил на могилу. А старшие сыновья не были на ней ни разу. Однажды отец явился младшему сыну во сне и рассказал ему, что в таком-то месте лежит червонец. Пусть пойдет и возьмет его. «Праведнее ли эти деньги, отец?» – спросил юноша. Отец ответил, что монета обладает великой благостью. Тогда юноша отправился в названное место и действительно нашел монету. Принес он ее домой, но не знает, на что потратить. А тем временем купец из этого города отправлялся в далекие страны. Он брал заказы у своих земляков на заморские товары. Юноша взял свою монету и пошел к нему. Купец не удивился, взял монету и спросил юношу, что ему привезти за эти деньги. «Я полагаюсь на твой выбор», – ответил юноша. Отправился купец в дальние страны, много мест объездил, разных товаров купил, но нигде не мог найти ничего для юноши. Увидел он однажды на базаре огромную рыбу, которая стоила 2 монеты. Добавил он свою монету к деньгам бедняка и купил эту огромную рыбу. Как только купец вернулся в родной город, все заказчики потянулись к нему, а юноша стеснялся пойти. Тогда купец послал за ним человека, и юноша явился. Купец рассказал ему, как все было, и отдал рыбу. Юноша взвалил ее на спину и отправился домой. Чем ближе он подходил к дому, тем тяжелее становилась рыба. Так что, когда он вошел во двор, совсем выбился из сил и долго стоял над ней, удивляясь ее тяжести. А потом взял нож и вспорол ей брюхо. И тотчас комната наполнилась звоном и светом. Из брюха рыбы непрерывным потоком потекли золото и драгоценные камни. Вскоре вся комната наполнилась ими. Юноша разбогател, но богатство не превратило его в собаку и не опьянило. Таргинская пословица говорит: богатство превращает человека в собаку, то есть делает ее злым. Женился он на доброй и красивой женщине.
которая родила ему прекрасных детей. Он заслужил почет и уважение горожан и жил долго и счастливо. Вот такая сказка, мои хорошие. Добро всегда возвращается к тому, кто уважает своих родителей, кто заботится о них, кто сам творит добро. До следующих сказок, мои дорогие. До свидания.